Селим Гирей все сложнее переживал каждое поражение турков, сдачу Азова и бойкот союзников на дипломатической арене. Учитывая свой возраст и осознавая, что все от себя зависящее он уже сделал, хан начал подумывать о собственной отставке. А Карловицкий конгресс и Константинопольский договор окончательно убедили его в правильности этого решения. Что изменится с приходом нового хана? Какие испытания выпадут на долю гиреев и Крымского ханства? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Следующие 2 года бахчисарайские дипломаты пытались безуспешно исправить ситуацию. На подготовку и подписание Константинопольского мирного договора их также не пригласили. По условиям договора, подписанного 13 июля 1700 года, все крымские городки, переданные русским, возвращались Порте, но не Крымскому ханству. Была создана нейтральная полоса, на территории которой запрещалось возведение городков и любых селений. Султан обещал удерживать крымских татар от набегов. Таким образом, Крымское ханство теряло ежегодную дань, получаемую от Москвы. Все обязательства о ненападении не относились к территории Крымского ханства. После подписания договора Девлет-Гирей II с горечью писал султану: «Нас не включили в мир. Сколько мы ни просили, нашей просьбе не вняли и выказали нам полное презрение. Именно этой зимой, вспоминает бахчисарайский летописец Сеид Мехмед Реза, обитатели Крыма стали поглядывать на события времени через двери страха и ожидания». Селим Гирей решил уйти в отставку. В качестве преемника он рекомендовал своего сына Девлета, которого ранее не советовал назначать на столь ответственный пост из-за молодости. Но Девлет-Гирей показал себя достойным наследником престола, неоднократно оставаясь править в ханстве во время частых и долгих отлучек отца. Теперь султан Мустафа II официально назначил его на Крымский престол в марте 1699 года. Через некоторое время после начала правления нового хана вспыхнуло обширное восстание нагайцев, которых поднял брат хана Гази-Гирей III. Он был противником исполнения мирных положений Карловицкого и Константинопольского договоров. Мятеж был подавлен крымским войском, но оставил свой след в истории правления Девлет-Гирея II. Хан постоянно с беспокойством всматривался во все происходившее севернее его владений, точнее в перемены, которые происходили в демилитаризованной полосе вдоль границ ханства. Русские в который раз возобновили там создание базы для дальнейшей агрессии в пределы Крыма. Так что беспокойство Гирея здесь было вполне естественным. Итак, через 2 года после подписания Константинопольского мира, в 1702 году, Хаджи Селим Гирей в 4-й раз стал ханом. Он сменил на престоле собственного сына. На вопрос, почему так произошло, существует ответ: непрерывные нагайские волнения и мятежи, с которыми Девлет-Гирей II не мог справиться на протяжении почти 2 лет. Дело в том, что в первые годы правления Девлет-Гирей не считал нужным скрывать своего раздражения султанским двором.
И причин этому было несколько. Во-первых, Турция оказывала прямое содействие врагам веры, а к народу крымско-татарскому не испытывала ничего, кроме ненависти и пренебрежения. Об этом по возвращении из Крыма в Стамбул и донес султану очаковский паша Юсуф Ага. Когда Девлет-Гирея лишили власти, бывший хан пошел туда, куда толкнул его стамбульский двор, а именно к нагайцам за Перекопской степи, чтобы поднять их против московских злодейств, а если Порта вмешается, то и против стамбульского падишаха. Вскоре мятеж отставного хана захлебнулся, и он был вынужден скрываться у своих черкесских друзей. Когда же туда для его поимки было послано целое войско с Колгой во главе, то Девлет, не желая пролития ни татарской, ни черкесской крови, добровольно вернулся в Крым. Оттуда он был переправлен отцом в Стамбул, после чего выдворен на Родос. Он был похоронен в Бахчисарае на ханском кладбище, заслужив от соотечественников такую эпитафию на своей могильной плите. Кем был Хаджи Селим? Самым блестящим из ханов Крыма, героем, возвышенным божественной силой Аллаха. Да воздаст всемогущий в его высшей милости должное Хаджи Селим-Гирею, начавшему воздвижение прекрасного храма. Если сравнивать его деятельность с результатами правления других ханов, то эта оценка, возможно, покажется несколько преувеличенной. Но она явно отразила искреннее восхищение автора намогильного текста на редкость необычной и переменчивой судьбой Селим-Гирея.